по здоровью. Ровно 10 минут. Если вам не понравится, вы встанете и уйдете. Если вам понравится, поговорим поподробнее. Хорошо? 8 лет назад я вот эту информацию получила, она по здоровью. И сейчас, благодаря этой информации, я твердо стою на ногах в плане своего здоровья. В каком смысле? То есть я научилась не доходить до врачей. Итак, смотрите. Это шухрат. Шухрат состоит из 12 систем. Системы состоят из органов. Органы состоят из тканей. И в конце концов все ткани состоят из клеток. И есть очень хорошая новость, что вы, шухрат, через 3 года будете абсолютно другим человеком. Но при условии, если вы научитесь правильно кормить и правильно поить свои клетки. Наша компания вышла на рынок с предложением правильной воды и правильной еды. Вот это все, что нужно для регенерации наших клеток. Наши клетки едят только 28 аминокислот, 15 минералов, 12 витаминов, 7 групп ферментов и 3 жирные кислоты. У нас в компании это есть в виде таблеток, у нас это есть в виде коктейлей, у нас это есть в виде батончиков. Каждый выбирает, как ему удобно. Но для того, чтобы все это питание попало в нашу клетку, необходимо, чтобы каждый день в организм поступала биологически доступная вода. На самом деле, человек – это большая батарейка, которая заряжена на 120 лет жизни. Мы живем ровно половину. Вопрос, куда уходят остальные наши годы? Оказывается, они уходят на переваривание и усваивание неправильной воды. Люди начинают кушать наши продукты, пить биологически доступную воду, и уже через месяц они получают такие результаты по здоровью, про которые даже если не будут молчать, люди будут все равно замечать, что человек что-то с собой делает. Биологически доступная вода имеет 3 параметра. Она структурированная, у нее определенный окислительно-восстановительный потенциал, и у нее определенный кислотно-щелочной баланс pH. Про структуру сейчас очень много информации, я не буду на этом останавливаться подробно. Суть. Вода – это информационный носитель, помолился – полезно, поругался – вредно. Окислительно-восстановительный потенциал показывает, насколько вода живая или мертвая. Живая вода имеет заряд минус, мертвая имеет заряд плюс. Все, что мы с вами пьем в течение дня – чай, напитки, асу, тасай – это все мертвая вода, и вот сюда уходят наши воды. Кислотно-щелочной баланс – это основной показатель, я на нем остановлюсь немного поподробнее. Шкала. Единица кислота, 14 щелочь, 7 нейтраль. pH 7,45, 7,55 считается нормальным для нашей околоклеточной жидкости. При таком pH наши клетки себя чувствуют просто великолепно. Как только pH крови опускается до 7,1, наступает мгновенная смерть. Кожа имеет pH 5,5, кожа это орган выделения, все кислоты выделяются через кожу. При pH умирает вообще все живое на Земле. А сейчас я вам напишу цифру, которая меня в свое время просто поразила. Оказывается, pH 3 имеет такие продукты питания, как белая рафинированная мука, уксус, сахар и абсолютно любые газированные напитки. То есть получается, что мы сами каждый день ложкой и вилкой роем себе могилу. Мы едим эти продукты, уходим в зону смерти, а организм делает все возможное, чтобы нас перевести в зону жизни. Почему? Потому что только при таком pH рождаются здоровые клетки и, как следствие, начинают правильно функционировать все наши органы. Более того, любые газированные напитки, неважно, пепси-кола или буратино, они имеют pH 2,6. То есть это фактически зона смерти. Естественно, возникает вопрос, почему, когда человек выпивает 2-3 стакана пепси-колы, он не умирает? Потому что в организме существует 4 щелочных минерала – кальций, натрий, калий и магний, с помощью которых все, что поступает в наш организм, ощелачивается. Откуда организм берет эти минералы? Волосы, зубы, ногти, мышцы, сердце. Иногда к 40 годам на людей уже смотреть бывает не на что, да? То есть люди разобраны на эти минералы. В 1932 году придумали все для того, чтобы люди не умирали от рака. Ученый Отто Варбург доказал и получил за Нобелевскую премию. Он доказал, что если pH в организме 7,45, 7,55, то в организме не размножаются раковые клетки. Сейчас ни для кого не секрет, что на рынке очень много компаний, которые выходят с предложением правильной еды. Люди
начинают кушать эти добавки, но они даже не подозревают, что ровно половина из всего питательного съедают их собственные паразиты. Врачи всего мира уже договорились, что 90% всех диагнозов связано именно с наличием паразитов. Это такие диагнозы, как бронхиальная астма, эпилепсия, косоглазие детей, миомы, фибромы, аллергии и много-много-много всего. Поэтому у нас есть простой путь. Он называется «Путь к здоровью». Состоит из простых 5 шагов. И мы по этим шагам ведем каждого, ну, кому это, естественно, интересно. Шаг первый – это психология. Я все время говорю, прежде чем вылечить кишку, надо вылечить башку. Почему? Потому что 70% людей на Земле, они вообще не думают про свое здоровье. Они живут по принципу, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. А или всего лишь 30% людей на Земле, они думают про свое здоровье заранее. Шуфрат, скажите, пожалуйста, я могу рассчитывать на то, что вы себя относите к 30%? Про здоровье думаете? То есть продолжать, да? Тогда шаг второй. Необходимо контролировать, что у вас каждый день поступает в виде напитков и поступает в виде еды. Существуют так называемые отрицательные напитки. Это растворимый кофе, пакетированный чай, особенно ароматизированный, газированная вода, минеральная вода, 100% в кавычках, натуральные соки тетрапаки, да? Ни один натуральный сок не может храниться столько долго. Любите кофе? Лучше чашку натуральную. Любите чай? Лучше зеленый листовой. Но необходимо понимать, что на каждую выпитую чашку жидкости вам необходимо выпивать ровно такое же количество воды. Почему? Потому что ежедневно человек из себя выделяет 1,5 литра отработанной жидкости, это моча, и если воду не восполнять, то со временем наступает обезвоживание. Обезвоживание – это 95% всех заболеваний. Почему? Потому что обезвоживание сразу ведет к закислению зоны смерти. Отрицательная еда – это еда, которая имеет большие сроки хранения. Сейчас, к сожалению, натурального вообще ничего нет. Мы едим эти продукты, блокируются наши собственные ферменты, нарушается работа поджелудочной железы, вызывая соответствующие проблемы по здоровью. Шаг третий – это нормализация водного баланса. Что это значит? Это значит, что необходимо научиться выпивать свою суточную физиологическую норму воды. Для каждого человека она индивидуальна и составляет 30 мл на 1 кг веса. Очень легко проверить, допустим, вы, Шуфрат, добиваете свою норму воды или нет. Пошли смотреть по маленькому. Если моча имеет цвет, имеет запах, воняет, да, это значит интоксикация. Это значит, что бактерии, вирусы, они уже главны в вашем организме. Если моча будет как горный ручей, ни в одном горном ручье никогда не будет ни бактерий, ни вируса. Если моча будет как горный ручей, никогда не будет камней в почках и камней в желчном. Шаг четвертый – это очистка. Почистить можно только желудочно-кишечный тракт. В любой религии есть посты. Да? Люди это давно занимаются. Можно сделать противопаразитарную программу. Если по миру покатались, знаете, в жарких странах много специй едят. Паразиты этого не любят. И можно сделать лимфу, очистку. Все, что у нас дохода, гоняет нашу лимфу. 3С. Секс, спорт и сауна. Раньше люди, прежде чем дом построить, сначала строили баню. Понимали значимость этого. Вот человек проходит вот эти 3 очистки, у него уходит 70% всех заболеваний. Оставшиеся 30%, в компании существует большая линейка продуктов, направленных на действие, и постепенно. За 2-3 года вот эти 30% снижаются, и поэтому через 3 года вы абсолютно новый человек. И последний шаг – это клеточное питание. Если человек относит себя к 30% или уже задумывается о своем здоровье, то он обязан хотя бы 1 раз в день накормить свою клетку. И поэтому сегодня у любого человека есть 2 пути. Первый путь – это покупать дорогие кастрюли, тратить много времени на приготовление пищи, либо ходить на рынок, выбирать натуральные продукты. Почему много времени тратить на приготовление пищи? Потому что наша еда не должна шкварчать, чтобы все вот это питательное в ней сохранилось. Поэтому ее нужно парить, томить, да, это время. Ну и на рынке, чтобы сегодня вот это все получить из натурального современного питания, нужно в день съедать десятки килограммов еды. Последние данные, суточная норма одного только витамина В2 равна 11 баночек в день. Я не знаю, как ваш кошелек, но желудок точно не выдержит. Поэтому я для себя нашла другой путь. Это компания «Международный коралловый клуб». Почему? Ну я уже сказала, когда мне вот эти 5 шагов показали, честно сказать, когда меня гром уже грянул, и психология
лет – это активное долголетие. Почему? У них воды другой нет. Они на этой воде живут. Я эту воду пью уже 8 лет. Каждый божий день. Постепенно сосуды, суставы, сахар, кожа, фигурка, все пришло в норму. Дальше. У нас есть комплексная системная очистка колована. 16 лет я разрабатывал потомственные травы. Не механическая, 100% натуральная, без отрыва от производства, на 14 дней. Вот за 8 лет у меня нет ни одного человека, который бы не ужаснулся, что из него выходит через 14 дней. Как минимум это 2-3 килограмма вонючих шлаков. Иногда кто-нибудь живой выходит, ручкой машет. Поэтому, естественно, через 14 дней человек чувствует себя по-другому. Это другая кожа, это другая энергия, это легкость. И человек понимает, что он просто 5-10 лет потерял. И что у нас еще есть? У нас есть клеточное питание. Для меня это очень важно. Почему? Потому что я не задумываюсь ни о кастрюлях, ни о рынках. Я прихожу в магазин, я покупаю натуральное питание для клеток. Я 2 раза в день его кормлю, утром и вечером. И целый день живу под девизом. Сделал дело, гуляй смело. Вам вот эта информация интересна? А для вас лично программу расписать? Отлично. Бери природу с собой. Натуральные продукты для современной жизни. Coral Club International.